Музыка, да. Ну, музыка распространялась, как я уже сказал, через радио, конечно, в первую очередь. Поскольку я, например, родился в деревне, а в деревне музыку-то особо не послушаешь, кроме баяна, естественно, или балалайки. Но на свои первые заработанные деньги на сенокосе я купил радиоприемник ВЭФ и по вечерам начал слушать все эти музыкальные передачи. И когда приехал в город, уже удивлял своих сокурсников тем, что знаю какие-то музыкальные команды, группы и так далее. Городские-то больше знали, естественно. А что по радио можно было услышать? Я же говорю, зарубежные радиостанции, они постоянно гоняли музыкальную волну. Немецкое радио, и американское, и BBC. Вот они же все начались в середине 70-х годов вещания. И что вот на эту вот антенну Да, радиоприемник это совершенно всё верно. Я думал, там какая-то нужна Нет, это был обыкновенный радиоприемник. Дорогой, да, согласен. Но, тем не менее, 100 рублей, в принципе, можно было заработать, купить и слушать. Ну, а второй канал, это, конечно, пластинки. Это было что-то. Сейчас их можно сравнить по уровню ценностей с джипом, на мой взгляд. Или с хорошим автомобилем. Вот сейчас вы купили джип, вы молодец, как говорится. Ну, крутой. А тогда ты купил коллекцию какого-нибудь Led Zeppelin, ты охрененно крутой. Ты круче тебя в городе никого нет. А вот скажите тогда, вот у вас коллекция Led Zeppelin, например. Да. Вы какие-то тусовки устроили? Ну, где вот это слушали? Понятно, что не один же человек только слушал. Наверняка же он как-то собирал. Ну, да. Как это происходило? На квартирах. Ну, во-первых, нужен был хороший аппарат, чтобы слушать хорошо. А не просто крутить на каком-нибудь там проигрывателе марки Юность. Естественно, покупалась хорошая аппаратура. С этим, кстати, проблем не было. Магазин Мелодия, проблемы были в пластинках, но с аппаратурой проблем не было. Можно было купить хороший проигрыватель. Соответственно, на квартирах собирались тусовки, как вы сказали. Ну, и слушали все эти пластинки. Тогда же и шел обмен. У меня вот такой-то альбом Юра Хип, а у вас там такой-то Led Zeppelin. Давай меняться, давай меняться. Соответственно, и фарцовка подтягивалась. То есть появлялись люди с пакетом пластинок, неизвестно откуда. Из Москвы, из Ленинграда, еще откуда-то. Ну, пластинки в городе стоили дорого. Запечатанная стоила до 90 рублей. Это безумные деньги. Советские рубли, это вам не нынешние, как говорят. Ну, стандартная пластинка стоила 60-70 рублей. Но уже раскрытая, конечно. У меня в свое время была коллекция вот этих всех дипаплов. Практически все их студийники и даже Made in Japan тоже пластинки были. Но я потом все продал в 90-е годы. А так, люди очень интересовались этим. Это был прибыльный бизнес, как бы сейчас сказали. Специально ездили в Питер, чтобы там, возле гостиного двора, у форцы, купить какой-нибудь пласт. Даже, может быть, один. А с ним приехать в Сыктывкар, и ты уже производил фурор в определенной своей среде. Он приехал из Ленинграда, привез Pink Floyd. Стену. Вау. Все. Практически все девушки были твои. И, как говорится, все.